Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мусульмане, наконец-то приближается величайший месяц Рамадан. То есть сейчас наступил один из баракатных, благословенных и великих месяцев, месяц Раджаб. Это 7-й месяц по лунному календарю, после которого идет Ша'бан, и после этого самый лучший месяц Рамадан. Месяц Раджаб – один из самых значимых периодов в году для мусульман, так как является месяцем прощения и милости. Месяц Раджаб, он известен своими особенностями, что в нем принимается дуа, а также особенными событиями. Как, например, в первую ночь Раджаба, как известно, Амина, радийаллаху анха, мама пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, произошло в ней зачатие пророком, то есть она была оповещена, что под сердцем носит самое великое создание Аллаха. Также 10 числа сказано, что пророк Нух, алейхиссалам, полностью загрузил свой ковчег именно всем тем, что Аллах повелел, как животные, птицы, и повелел своим последователям также взойти на этот прекрасный ковчег для спасения. Также в этот великий месяц произошло такое событие, как Аль-Исра валь-Ми'радж. Это путешествие пророка, алейхиссалату вассалам, из Мекки в Иерусалим к мечети Аль-Акса, это дальняя мечеть, отдаленная. Также он побывал на 7 небесах. Раджаб назван месяцем Всевышнего за огромное вознаграждение и щедрые дары этого месяца. По словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, снисходит прощение Аллаха искренне раскаявшимся. Имам Аш-Шафии, рахимахуллах, сказал, что первую ночь Раджаба принимается дуа, что дошло до нас, что есть особенные ночи, в котором принимается дуа, и первая ночь Раджаба – это есть именно то дуа, которое сказано, огромная вероятность принятия его. Месяц Раджаб мусульмане всего мира читают молитвы, просят у Всевышнего Аллаха прощения, искренне раскаиваясь в своих грехах. Самым лучшим деянием в этом благословенном месяце является тауба – покаяние. Раджаб – это первая ступень духовного очищения на пути подготовки к священному месяцу Рамадан. Этот месяц из тех, которые запретно в нем сражаться и воевать, кроме как для обороны, кроме как для защиты той местности и границ или мусульманской чести религии, то в этом случае дозволяется сражаться и воевать. В остальное время нет. Есть особенные 4 месяца. Это Раджаб, это Зуль-Када, Зуль-Хиджа и Мухаррам. Не случайно богословы называют Раджаб месяцем посева семян, таубы и хороших деяний, Ша'бан – месяцем полива и ухода, а Рамадан – месяцем сбора урожая, ибо в месяц поста человек достигает другого уровня совершенства, очищаясь от грехов, совершая покаяние и добрые дела. В это особенное благословенное время, когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, был вознесен на 7 небес, и также он путешествовал, передано в различных хадисах пророка, алейхиссалату вассалам, таких как имам Муслима, имам Ан-Насаи, передачи разные, но подтверждается его путешествие вознесения, и там разные факты и разные события, произошедшие в ней, именно перечисляются в этих путешествиях и в этом его вознесении на 7 небес. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, с ангелом вознесся на первое небо, где спросили Джабриля, кто это с ним и послан ли он. Джабриль назвал Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и ответил, что он уже послан. И затем врата небесные отворились, и Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, увидел Адама, алейхиссалям, который приветствовал его и просил для него благ у Аллаха,
Затем пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, вознесся с ангелом на второе небо, и там ангелу задали те же самые вопросы, и он ответил на них. На каждом из небес происходило так же. На втором небе пророка, да благословит его Аллах и приветствует, приветствовал пророк Иса, сын Марьям, и Яхья, ибн Закария. На третьем небе пророк Юсуф, которому была отдана в дар половина мирской красоты. На четвертом небе пророк увидел Идриса, и на пятом его приветствовал Харун. На шестом небе пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, встретил Муса, а на седьмом небе Ибрахим, алейхиссалям. Сказано, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, был переселен из Мекки сначала в благословенную Медину. После этого он, путешествуя, попал в мечеть Аль-Акса, Иерусалим. И в этот период произошло очень много необычных, прекрасных событий, таких как посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, посещал такие благословенные места, где он получал откровение, а также получал откровение пророк Муса, алейхиссалам, пророк Иса, алейхиссалам, то место, где родился сам пророк Иса, алейхиссалам, и тому подобное. То есть те благословенные места, где происходили такие великие события с пророками, а также с аулия, он посещал, выполнял там 2 раката сунну намаз и читал дуа. Это для нас доказательство, что посещать благословенные места, где происходили великие события с пророками, где родился пророк, как, например, Бейтуль-Лахам, это Вифлеем, в котором родился пророк Иса, алейхиссалам, пророк посетил его и выполнил 2 раката сунну намаз и прочитал дуа, а также гора Тур-Сина, в которой получил откровение пророк Муса, алейхиссалам, он также посетил это место, выполнил 2 раката сунну намаз и после этого делал дуа. Также другие благословенные места посещая, он дошел до одной из самых благословенных мечетей, это мечеть Аль-Акса. Она благословенна после мечетей Макка, то есть Аль-Харам, Масджид Аль-Харам, а также Масджид Аль-Набави, это мечеть пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. После нее уже идет мечеть Иерусалиме Аль-Акса. Сказано, что он, прибыв туда, ему было удостоено быть имамом во главе джамаата всех пророков до единого, от Адама до Мухаммада, алейхиссалам. Аллах собрал всех пророков для него, и они выполнили вместе джамаатом особенный, самый благословенный намаз, так как это весь джамаат был собран для него, то есть это самая мощная джамаа, которая была за историю, и они выполнили вместе в этом месте намаз. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, так как он самый лучший пророк, он был имамом. Сказано, что это событие указывает на то, что пророки, они живы и они не гниют, что от пророков есть благо и благословение даже после их смерти. После этого, по повелению Аллаха, он был вознесен на 7 небес. На каждом небе он с ними здоровался, общался, и сказано, что он после этого, ему было повелено дойти до особенного, самого почетного места, которое есть на небесах. Он дошел до этого места и просил за умму у Аллаха, и Аллах повелел ему несколько вопросов в эту ночь. Один из вопросов – это то, что если мусульманин намерился ради Аллаха сделать одно благое дело, ему уже пишется вознаграждение. А если он намерился и сделал, то от 10 до 700. А если он хотел сделать, но не намерился, плохое дело не пишется. Если вознамерился, убежден и хотел уже уверенно сделать, пишется 1 грех, а если выполнил, тоже 1 грех, не 10. То есть Аллах дал знать вопрос именно греха и вопрос вознаграждения. Также, как известно, Аллах повелел в эту ночь 50 намазов для нашей уммы, то есть уммы пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. И пророк, он, когда спустился уже на 6-е небо, пророк Муса, алейхиссалам, узнав об этом, сказал: проси у Аллаха облегчения,
так как 50 намазов мало кто будет выполнять в твоей умме. И вот так он поднимался и спускался 9 раз, пока не дошло количество намазов до 5. И после этого пророк Муса, алейхиссалям, еще раз сказал, еще раз я прошу, сделай еще у Аллаха, попроси облегчение. Тогда пророк Муса, услышав от него такие прекрасные слова, «Лакад истахайт», я стесняюсь просить еще меньше, я надеюсь, что в моей умме будут такие мусульмане, которые будут выполнять пятикратную молитву. Как известно, Аллах, Он облегчил для уммы, сделал 5 намазов вместо 50, но вознаграждение оставил, как оно есть. Так как Аллах, Он милостив и дает вознаграждение своим рабам. Пятикратная молитва в день, как будто бы 50-кратная молитва. То есть, как будто мы выполняем 50 намазов в сутки, получаем огромнейшее вознаграждение. Человек должен об этом помнить, всегда об этом знать, для того, чтобы знать величие и красоту и почетность этого великого ритуала, как намаз. После этого пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, он вернулся обратно в Мекку, опять же таким же путем, и рассказал об этом своим сподвижникам. Сказано, что язычники смеялись над ним и говорили, как можно за короткий срок, за 3 ночи доехать до Иерусалима и вернуться. Но Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху анху, сказал, если бы он даже сообщил, что он побывал на 7 небесах, что он видел рай, ад, я бы даже поверил. Почему? Потому что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, это посланник Всевышнего Аллаха. И то, что произошло с ним, то, что он посетил за короткий срок, эти места, побывал на 7 небесах, это не противоречит разуму. Это с точки зрения разума допустимо. А все, что возможно допустимое, то, что возможно может произойти, это над этим Аллах всемогущ. Для Аллаха это легко, для Него это не трудно. Понимая это, понимая могущество Всевышнего, мы должны понимать, что Аллах даровал ему это великое чудо. Некоторые думают, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, посетил Всевышнего и сделал зияра Аллаху, думая, что Аллах находится на небе. Это глубокое заблуждение. Мы знаем, что Аллах, Он повелел ему посетить почетнейшее место. Но нельзя думать, что Аллах там находился или Он где-то находится. Нет. Аллах был до создания всего. До создания Вселенной, 7 небес, 7 земель, рая, ада. И сейчас Он такой же, как и был. Не меняется. Он был вечно без начала, есть и будет всегда. Что бы ни произошло с этой Вселенной, будут ли 7 небес, не будут ли 7 небес, есть ли аль-арш, нету аль-арша, для Аллаха нету нужды ни в чем абсолютно, чтобы существовать. Аль-арш он когда-то не был, как и 7 небес, как и то почетное место, на котором пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, получил откровение. И Аллах, Он был всегда, до создания этих мест. Сейчас Он такой же и будет всегда без конца. Поэтому мы говорим, как сказал великий имам Абу Джа'фар ат-Тухави, это имам салафов, то есть он 300-летий. Он сказал, «Ла яхвихи джихату сит, ка са'иль мубтадаат». Аллах не окружает 6 небес, как окружают всех созданных. А мы окружены сторонами, Аллах Всевышний не окружен никакой из сторон. Аллах, Он был, есть и будет всегда, и Он не нуждается ни в ком и ни в чем абсолютно. Поэтому, дорогие мусульмане, нельзя думать, что Аллах, Он находился где-то, и пророк встречался с Ним, и там он получал повеление. Это приведет к страшным убеждениям уподобления Аллаха Всевышнего созданным. Пусть Аллах укрепит нас на этом пути. Аминь, я Раббаль Аламин.